Ассаламу алейкум! Приветствую вас, дорогие зрители. Мы снова в эфире, и перед тем, как погрузиться в новости, не забудьте про лайк. Это не только бесплатно, но и сделает наше взаимодействие намного приятнее. Готовы к новостям? Тогда давайте начинать. У нас обновленная информация о состоянии Нурлу Алиева. После операции тренеры Генри Хофф и Нина Мажари высказали поддержку, а тренер Файк Маммадов отправил ему теплые слова. На свежих кадрах мы видим, как Нурло с трудом передвигается, использует костыли для передвижения, и это все говорит само за себя. И вот интересный момент. Менеджер Фердавс раскрывает дату возвращения к тренировкам. Приготовьтесь, через 9 месяцев начнется новый этап подготовки. Вот такой срок. Напомню, что травма колена стала причиной этого временного отстранения. Проблемы с мениском и сухожилиями в левом колене требуют внимательного присмотра врачей. Будем следить за ситуацией вместе, а пока не переключайтесь, у нас еще много интересного впереди. Друзья, истинные болельщики всегда ищут способ усилить азарт от спортивных событий. И вот представьте, вы можете удвоить ваши ощущения. Вот где вступает в игру Формула 55. У них всегда высокие коэффициенты на все спортивные события, а это значит, что вы можете увеличить свои выигрыши. Большие кэфы, широкая линия и быстрый вывод средств без лишних заморочек на большинство платежных систем. С Формулой 55 вы сможете выбрать победителей и увеличить ваши шансы на успех. Залетайте по ссылкам под этим роликом. Дорогие зрители, рад, что вы смотрите мой канал. А теперь давайте перейдем к другой теме. О Рахиме Гарми, человек, о котором говорят многие, о котором говорят его поступки. Он уже подарил более 30 квартир нуждающимся и оказывает помощь спортсменам. Но это еще не все. Слухи ходят о том, что Рахим Бабаджонов собирается финансово поддержать Нурлу Алиева во время его восстановления после травмы. Насколько это правда, совсем скоро узнаем. И не забывайте о постоянной поддержке от Рахима Гарми таджикских бойцов. Есть подтвержденная информация, что он помогает таким личностям, как Лойк Раджабов, Самандар Муродов и многие другие. Оставайтесь с нами, у нас еще много интересных новостей. Раджабали Байонов, тот самый таджикский тренер ММА, вновь в центре внимания. Но что изменилось, куда он пропал в последнее время? На видео он наслаждается полетом в бизнес-классе, окруженный роскошью. Ужин, сок и все, как говорится, у него в шоколаде. Однако не все фанаты одобряют такой образ жизни тренера. Некоторые считают, что он не должен демонстрировать свою роскошь. В комментариях пишут, что такая роскошь вызывает раздражение у болельщиков. В то же время другие утверждают, что Раджабали давно уже долларовый миллионер и имеет право позволять себе все удовольствия. Таинственное затишье в его карьере. Что же происходит? Почему мы так долго не слышали о Раджабали Байонове, который когда-то был на пике? Вот это главный вопрос. У нас в фокусе, друзья, невероятный подготовленный боец Фаридун Адилов, который готовится к своему поединку. И ведь не зря его называют таджикским терминатором. Оттачивает он свой бокс. Фаридун поделился своими мыслями, сказал: «Готовимся, иншаллах, вместе с командой Gorilla Fighting, Gorilla Energy и Gorilla Energy Таджикистан. Следите за нами, ведь 24 декабря имеется в виду, я собираюсь дать отпор бывшему чемпиону Fight Night Михаилу Махнаткину. Мой взгляд на этот бой — это не просто борьба за пояс, а история, которую я собираюсь написать своими кулаками». Внимание, дорогие друзья, этот поединок обещает стать настоящей схваткой в октагоне. Фаридун нацелен на пояс сей, и плюс к этому еще и приз в $1 миллион. Следите за нашими обновлениями. Будем следить за ходом развития событий и за тренировками Фаридуна. Такое нельзя пропустить. Ты меня не дергай, ты здесь что, 20 человек собрал, дергать хочешь меня, что ли? Ты меня не дергай, ты во сне не видел то, что я видел, если видишь. Недавно в мире спорта произошло нечто удивительное, и я решил рассказать вам все подробности. На днях Камиль Карате вступил в нешуточное противостояние со своими соперниками Нурланбеком и Отделенным Камоловым. Не обошлось без острых слов и оскорблений. Марсель называет Камила клоуном, а другой соперник, кажется, взял на вооружение не самые приятные слова. Но вот интересно, Камиль не собирается молчать, он записал видеообращение. Всем ассаламу алейкум. Как вы уже видели, мы опять зацепили с Адилхоном из-за того, что он на видео сказал, меня, Еркабулана, всех остальных, с кем он дрался, всех поимел. И такими словами неприятными сказал, это просто так оставить невозможно. Предвкушая встречу с соперниками, и даже говорит, что готов своих пупсиков повезти в магазин. Как повернутся дальше события, совсем скоро узнаем. Не переключайтесь, друзья, впереди еще много интересного.
Мохаммад Наимов, звезда таджикских ММА и отличный дебютант UFC. В 2 своих боях UFC он покорил арену, покорил зрителей и Дану Уайта. Обещает он идти до конца. Но вопрос в том, куда именно заведет его этот путь. Если Дана Уайт в 3-м бою даст ему соперника из топ-15, то бывший тхэквондист и кикбоксер Мохаммад Наимов может ворваться в рейтинг топ-15, став одним из лучших в мире. Сможет ли он это сделать? Ваш взгляд на это, да или нет? Предлагаю написать ваши мысли в комментариях. Двигаемся далее. И в завершение выпуска давайте заскочим на минуточку в маленький зал в Америке Marquez Mixed Martial Arts, где наш герой Лойк Раджабов готовится к своему следующему поединку. Как вы уже могли догадаться, тренировка не проходит в роскоши, но в этом и вся суть. Погружаемся в атмосферу подпольных подготовок, где формируется настоящая боевая мощь. Вот такие они, эксклюзивные фото Лойка во время тренировки. Дорогие зрители, спасибо вам, что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь, чтобы знать все новости первыми. А мы скоро увидимся. Пока-пока.